درود هموطنای عزیز، برادرو، تماشابینا، گوش میکردگی ها. بعضی با لفظی و چی هست که خیتر میگن میدونن خویترش میگن، خیترش میگن چه اما کسا سو صحت سلامت باشه. خب یعنی کم ترک در بورای چرا تاجیکستان قشاق است، چرا بعضی دولت ها قشاق هستند و بعضی دولت ها بوی هستند. در این مسئله کم ترک فکر نظر خدمت گفتنی هستم. برای چی این نوار یعنی که گریان کردم به این مقصد، ما گفتم یک چند نوار نمیکنم. از پوتین دیدم پوتین در برای بگیم как разбогател Европа Америка گفت، در همین بورا گپ زد پوتین. ما امرا گوش کردم، بعد خواستم گفتم یا نوار کنم. Путин میگه که знаете как разбогатели Европа и Америка? За счет میگه колонизации, за счет работорговцев Африка, میگه Центральная Азия. Короче, амин Путин میگه теперь мы не допустим до этого, чтобы они работорговцами занимались. Короче, всякие хуйня несет, да, короче, Путин. Вот, برای همین من گفتم که یک صحبت کنم. خیلی بگیم که دولت های بسیار دولت های قوت دارن، اکثر دولت ها را غصب میکنن، میگیرن آواز نیست میگه برادر. اگر آواز باشه بنویسین، یا برادر میگه آواز نیست میگه، یا ای بی تلفنی هم برادر های بوشه بنویسین. اگر آواز باشه، نباشه هم بنویسین که نیست. بهوده گپ نزنم، گپی مهم ای گپ. بعد بگیم که همین پوتین هم یا که روسیه هم بگیم SSSR هم خوب کلانیزوات کردم اون آزیا را. بگیم همش قریب تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، بگیم تمام همین جو را کلانیزوات کرد و میلیارد تنگه توی نمی توی امروزه بگیم که قریب ما یعنی غلام روسیه ایم. в чем успех, секрет Америка и Европа? ما как بگیم که наблюдать میکنم، да, на самом деле کوشش میکنم چیزی بگیرم همین در حیات، از همین چیزی بگیرم و برای مردم ها بگم. ما واقعا هم наблюдать میکنم برای چی اینو باین و بگیم برای چی مثال ما کمبغلیم. ببینید وقتی که امریکا یا که بگیم که دیگر کشورها کلانیزوات کردن بسیار دولت های افریقایی و غیر منطقه خودشون هم گرفتن و چیز ساختن در اونجا و از ما هیچی نساخت. روسیه بگیم هیچ ساخته نتونست. روسیه رپ ساخت، فقط رقص، للین برادر رهنما، ستالین وجد ای بعد توپویا رو آوردن سر قدرت، فقط توپوی آوردن. امروزه میدونی روسیه نیوسپیشنی چی است؟ یا که بگیم که تاجیکستان برای چی دولتی کمبغل است، برای چی نیوسپیشنی است؟ برای اون که تاجیکستان روسیه همون بدگی پولاشونا که میبرن اروپا دا، یعنی که лучшей жизни اینجا устроить میکنن، بانک‌ها دا میمونن، بجا میکنن پولاشونا در دست ایو. ما تو همین روزایی ندیدم که یگان گازeta، یگان تلویزیون، یگان جا نوشته باشه که یک بای نمیدونم سومدار اروپایی پولش برده در بانک‌های روسیه موندگی است، یا که ایجا پول دزدیده برآورده برده در دیگر جا بجا کردگی است.
اگر Россия ами хеле як банки бигем ки гарантиш қатӣ мебудаги банк агар месӯхт ва пулоша чиновникош бера намебировард ё ки дыздое ки тозирам бигем аксар давлатҳои аксар не ҳамаи давлатҳои арабиву африқоиву ва ғайраҳо дар ҳам контроли дар аврупо ва амрикоанд тозира. Но при этом бибинед ҳамаи пул ози Путина Эмомалиро Путин мондаги аста, как будто это Эмомали человек Путина там, да? А Путин какой резон даю мондагиш? Толк дар чи аст? Ҳеҷ толк надора. Медонем барои чи? Барои ки тамоми пула Эмомали чиновнико гирда атрофаш бачааш фарзандош медизданд меоранд дар банкҳои аврупоӣ баҷо мекунанд. ӯ пуле ки ай тоҷикову ай пули тиллову ай пули света ки мегиранд ӯ пула намеоранд дар банки Россия баҷо кунанд. медонед намера. Вот в чем успех Европа ҳаст. Барои чи? Барое ки ино ё ки Амрико ино пулошона бигем бурда дар банкҳои Япония. Яке бибинед Хитой агар кадомеро биқапа ки ҳамун дар хориҷ пул банк шод дора ку бурдагиай ҷошда ку растрелиш метан ҷошда. Барои ҳаму Хитой чиновнико пулдорош ино дар хориҷ пул бироварда, яъне дар шоти бигем Амрико ва Аврупо ранги Эмомали вори миллиард доллар ё ки ранги чиновникои Путин ё ранги чиновникои Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон вори миллиард доллар оварда иҷада баҷо намекунад. бибинед ҷошда растрел мета. Вот почему успех рафта истодааст. Агар Россия ҳамин стила мегирифт, яъне ки бировардани пули дохилӣ дар ин тараф ман аст, пинҳон кардан дар банкҳо, Россия намешикаст, бақувват буд. яъне ки маблағ дошт, иқадар газ мефурӯхт, иқадар агар инвеститсия мекард дар дуруни худаш инвеститсия мекард, мошина обновлят мекард, мошиношуна бигем ва ғайра тамоми ҳамин системаро обновлят мекардан, лучши жизнь барои мардум меовардан, вале то ин дараҷа намеомад. яъне ки ман фаҳмидам ки ҳаминҷа ҳар давлатеро ки чиновникош пулоро медизданд ва бигем ки атрофош ки пулоро медизданд, боё ҳаму пула медизданд, пули основной пули давлат медизданд, мебуроранд, меоранд дар банкҳои Аврупо мемонанд. ӯ давлат карочи бигем ки уже давлат нест бигем мешава, айбайн мерава любое время. давлати заиф гуфта мешава, нотавон гуфта мешава, давлати дизду ғоратгар. агар ҳозир Хитой ҳам хеле иҷозат боша, чиновникош ҳам шумо бу миллиардора бидизданд бигиранд биёранд дар Аврупо действительно агар нигоҳ кунед боигарӣ ки мо дорем, боигарӣ ки бигем Азия дора, Аврупо надора ӯ чиза. замина худаш боиш Аврупо надора. нест дар Аврупо ин чиз. мо намебинем ки ҳаминҷа заминиш ҳам хеле бой бошад. мисол гирем, мисол тилло бикананд, мисол ӯ чизое ки мо дорем газ, кӯмир, тилло ва ғайра чиз. барои чӣ мо камбағалем? ин чизе ки ҳичи намебирора камбағал нест. сабаб ҳамун маблаға ино бурда дар шоти Россия, дар шоти Хитой, дар шоти Малайзия баҷо намекунад. нест чизо. шояд якта нимта пинҳонӣ гуфти ҳаму гапо ҳаму чиртик миртик боша, не ки ранге ки мо дорему ҳама чиновнико миллионеранд, ҳеҷ кас спрос карда наметавонад ки таи киҷо мегирӣ пула, ки ҳамаё миллионеру триллионеру пулу ҷипу хонаву дарра гуфти ҳаму гапо қаср карфар дора, ҳеҷ кас спрос карда наметавонад. бо унамо охирон даказатун ҳаму Эмомали худаш даказат карда дода будира. як инсоне ки 6 моҳ 8 моҳ чанд қадар таможни кор кардагӣ унамо бача уже дар хориҷ хона, дар хориҷ пул бировардагӣ, уже хориҷ да бировардагӣ пула. ана бигем ки уже бибинед дар дохили Тоҷикистон 3-4 мошин, 3-4 хона, дар хориҷ хона бо плюс пул бировардагӣ.
дар муддати чанд вақти кор кардагиш, даже 3 солам кор кардагӣ нест, 4 солам кор кардагӣ нест. Дар ҳамин байни 3-4 сол чӣ қадар як таможнича коррупсия кардагӣ. Як таможнича чӣ қадар коррупсия кардагӣ медонед? Ана ки шумо представит кунед ки дар уҷа дар бари Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамо азал омада истодагӣ инсоно чанд қадр фарзандошон чӣ коррупсия мекунанд, худошон чанд қадр пулора медизданд. ана ки шахитон тасаввур кунед. Барои ҳамун успехи ҳамун давлат, ки давлате ки бой мешава, он давлат пулш берун намебирояд, даромадаш. яъне ҳамаш дар ҳамон имрӯза успехи Хитой ҳам ҳамин чизда аст. ҳамин бироварданӣ намонда истодааст. ман ягон ҷода намебинам ки инвеститсия ҳаст. мисол наиҷода магазинҳо аст, торгови центрҳо аст, заводҳо аст. инвеститсия ҳаст. лекин хеле дар шотои банк ман надидам ки ҳамин хитоиро биброрам, мегӯям ки дар хориҷ дар шоти банкат фалон пул дорем. аммо чӣ кор карда истодем чиновникои мо ё ки раҳбарони мо 4 тараф да пула дизида бировардестем. ин тараф Хитой мебарем мемонем, тилломона Хитой мебарем мемонем, пуломона Европа да мемонем. Европа камтар дандонаш ҷим бида буд, амон Россияра дандонша канда будан, дига сумоша надода буд, озё туридан. боз яки тиллора Хитой бурда мондестанд. давай дар Хитой монем. Хитой боли надёжняй мода. а Европа намета пули мора, Хитой мета. яъне ки неми чизда. дар бораи колонизатсия диздидан, уважаемый ҳамун гапо дахир ривоз не. Неуважаемый, лично я уже не уважаю. Неуважаемый Путин. СССР тоже очень много колонизовал, очень много. Эшелонами от Самарканд, Бухара возили золото и серебро и остальные богатства. Уважаемый, неуважаемый Путин. Не только вот Самарканд, Бухара, это вы тоже очень много где воевали и везде воровали. Даже вот в последнее время я смотрю, от Украины туалет воруете, унитаз. Вот это. Вот это успешное воровство, как-то говорят, да? И холодильник воруете. Вы тоже очень много, до сих пор вы в рабство держите стран Центральной Азии, до сих пор это держите. Успех европейца или американца, почему здесь богатые люди, живут богатые, да? Того, что не ворует. Вот. И тут нет работорговля, тут я живу сам уже 7 лет, тут нету ни работорговля, ни то, что вы говорите, ни гнилой Европа, процветающая, вот это вот вся то, что вы видите, вот это, вся эта торговый центра, который торговый центр, вся это работает, вся, даже вот это вот, все, Ашана, все они работают здесь. Секрет успеха здесь, здешнее богатство народа, да, вот только в одном: не ворует. Чиновники не имеют счет на российский банк. Чиновники не имеют счета на китайский банк. Чиновники не имеют на малайзийский банк счета, да? Чиновники не воруют здесь. Вот вся успех богатства здесь, да, находится в Европе или Америке, да? А давайте вот смотрим. Все вы и ваша вот эта шайка, банда, вот все воры, которые, да, ваши все вот это банковский счет находится в Европе. Вы все свои деньги положили здесь. Здесь раскрутит ваши деньги. Вы положили в банк, тут раскрутите это деньги. Вот и все. За это раскрутка они живут. И нормально имеют процент. Вот. И надо будет еще вам обратно по проценту дает ваши деньги. А так
скажем, удачи с этой, воруйте унитаз дальше, как будто вы не воровали. Эшелонами золото воровали, эшелонами, а не такой вот какой-то там грамм или килограмм. Все воруйте, все воровали. И последний свой народ воровали. Если люди не вывезли бы из России деньги, да, вот тогда можно было что-то подумать. Вы поставили Эмомали Рахмон, там держите как корова. А какой резон от этой Эмомали Рахмона, который вы держите? А он все свои деньги это страну, которая ворует, да? Вывозит Китай, Китай в банки вставляет, и вывозит Америка, и вывозит Европа, Европейский банк. А вы, какой резон вы его держите, вот это вот вопрос в русский Кремль, вот вопрос в Кремле, да? Зачем вы держите Эмомали Рахмона, который, если он свой доход не приносит, не ставит на российский банк, на Росбанк не ставит, да? Резон какой держат? Вот, например, я держу корова, да? Для того, чтобы пить молоко. Я держу курица, да? Для того, чтобы кушать яйцо. Я держу баран. Почему? Потому что я хочу, чтобы есть мясо. Вот вы держите там вот Рахмона, других, вот это азиатские, вот это и Лукашенко, и остальные, то, что есть диктаторы. Вот резон, мне вот интересно, резон, что? Эмомали Рахмон все зарабатывание деньги, которые вот зарабатывает вот, миллионы, вот ворует или продает. Все это деньги вывозит, например, китайский банк или европейский или американский банк. Ни один копеек не вывозит в российский банк ставить. Не ставит там. Вот. И Лукашенко то же самое. И остальные, кого вы держите, вот хоть Европа кого держит, да? Понимаете, что эти люди привозят все средства, которые они воруют, они что-то там делают, привозит Европа, Европейский банк. Вот. Резон какой? Нахрен вы держите Эмомали Рахмона там, которые, например, сейчас ни войну не помогают, не отправляют солдат, не поддерживают, да? И все это время еще миллиард долларов украл. Где поставил это миллиард долларов? На каком банке находится? Российский банк, да? Нет. Это миллиард долларов находится на Европейский банк. А Европейский банк это миллиард долларов крутит, дает кредит, дает народу кредит, дает заводам, вложит фирма, вот, настройка на дом. Все крутите нормально, как-то говорят, и имеет проценты еще. Живут пока, как-то говорят. В шоколаде живут, не только живут, в шоколаде. А вы что делаете? Вы воруете, привозите, тут отдаете, короче, и все. Как будто вы в своем воображении, это богатый быть какой-то, вы имеете счета на Европу. Европейские счета, которые находятся, это не ваши деньги, все. Вы отдали. Ну, какой-то в бумаге написано, это ваш. Вы не управляете этими средствами, и все. И до свидания, когда говорят, Василий Иванович Петрович. Ну вот такой секрет успеха Европы или Америка, да? Их не секрет, их не успех. В России даже тракторист свои деньги на русский банк не вложит. Честно. Я знаю, я был в России, я знаю много людей, которые занимаются, ну, маленький бизнес какой-то они имеют. Ну, зарабатывают, они месяц зарабатывают. Они это деньги не ставят на российский банк.
Но у них есть деньги, да, они не ставят. Почему? Потому что не уверен. Не уверен. Все, завтра какое-то письмо приходит и говорит, вы снимали все свои деньги, средства из банка, да? А говоришь, как я снимал? Где я снимал? Ну вот. Кто-то ворует и тебе отправляет письмо, что вот. А кто это? Чиновник банка обратно, да, или кто-то там сотрудник банка, да, работающий. Так что ВВП Путин тоже, вот последняя конференция твоя, вот это я посмотрел. Вы говорите, что успех Европы, что разбогатела Европа за счет колонизации, за счет чего-то, да? Я думаю, Россия, русские двойной колонизовали народу, поработили за счет работорговли, да? Вы двойной торговали, но при этом вы не богатели. А тут не проблема, что ли. Сейчас Европа никто никого не торгует. Наоборот, живешь, если у тебя нет квартиры, вот, и дает тебе квартира, поживи и отдай потихоньку, да, как ипотека. Вот такой поддержка есть. Даже не имеет значения, ты откуда. Черный ты, белый ты, как тебе зовут, фамилия у тебя, чей ты сын. Тут похрен. Чтобы ты был человеком нормальным, который работал, жил, да, и все, тебе все предоставляется. Если я захочу, сейчас я могу 50 на квартиру просить, и государство мне дает квартиру, я могу платить потом, мне определенно 100-150 долларов, например, в месяц. Вот это столько надо платить. Все. На 20 лет, на 25 лет, например, на 30 лет. Без разницы, на 40 лет, на 50 лет. Какая разница? Я буду платить 100-150 долларов вот, в месяц. Все равно я на квартиру живу и двойной это плачу. Вот секрет успеха Европы, богатства. Почему Европа богатая? Почему Европа не сломается? Потому что как Рахмон, как других, как Рахмона, да, ну, начиная от баранов много, которые воруют деньги, привозят сюда, вставляют в банки Европы. А Европу даже работать не надо. Успех, хороший успех. Есть деньги, дает кредит с процентами, нормально живут люди. Если создали бы в России такой банк, как швейцарский такой, да, отвечал бы на каждую копейку, вот такой, да, если Эмомали привез бы свои ворованные деньги, вкладывал бы российский банк, Лукашенко свои ворованные деньги вкладывал бы российский банк, ваши чиновники не воровали бы, не вывозили бы Европа, Америка, других стран, вставляли бы свой банк, крутили бы, сейчас, наверное, бы у вас тоже была бы, как Европа, уровень жизни. Вот. У вас сейчас закон как джунгли, я реально говорю. Азия, закон джунгли, там нету закона. Вот кто сильней и кушает, кто не сильный. Все. Есть Росгвардия, есть сила. Все, убивай кого хочешь. Нет закона. Там просто закон джунглей. Все. Вы живете в закон джунглей. Так что создали такую страну э, и танцуйте теперь. Джимми, держи гитару, один и второй пой, третий танцуй. Все. Я честно, вот в последнее время я смотрю вот это, да, Лукашенко или там то-то. Честно, даже я думаю, вот пятилетний ребенок чуть умнее говорит, чем вот это Лукашенко. Даже пятилетний ребенок. Я не знаю, то ли человек, когда теряет свое средство, богатство, он такой, крыша у него слетает, да, вот такой становится.
Я не знаю. Вот он сам по себе, не знаю, как будто он мировой король и что-то решает. Так что Владимир Владимирович Путин, э, вот это секрет успеха это европейцев. Почему Европа богата? Если бы из Европы тоже вывозили бы деньги, ставили бы на Китай, на Россию, на таджикистанский банк где-то, да, воровали бы. Сейчас здесь тоже был бы точно такой же, как Россия, как Таджикистан. Вот хотя бы вот ваши ставники, да, столько время, в течение 30 лет, если вот это все деньги вывозили бы в российский банк, ставили бы, да, не китайский, не европейский, например, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, ну, все они воруют, все конкретно воруют. Там нету такого, чтобы вот один воровал, второй нет. Ну, кто-то, как-то говорят, по мере возможно, а кто-то, короче, вот с лопаткой ворует. А кто-то с ведрой ворует, да? Вот такой. Кто-то с мешками ворует. Ну, кто как. Все это деньги. Все это деньги. Создали бы банк в России где-то, да, вот ставили бы там, вот это вся собрали бы. Вот тогда у вас была бы какая-то там сила, средства. Так что, извините, если тракторист не доверяет российскому банку, Эмомали точно, Эмомали тоже тракторист. Вот этот тракторист, если не доверяет российскому банку, да, ставит что-то, свое сбережение, то, что деньги у него есть. Он делает юань или доллар, даже на рублях. Даже этот самый, знаешь, вот Путин, я скажу тебе одну интересную вещь, да, я когда-то поменял паспорт, у меня загранпаспорт, кто-то порвал, короче, несколько листов, ну, не знаю кто. Вот пришлось поменять. Я поехал туда, Уфу. Это консульство Таджикистана. Я поехал в Уфа, а у меня рублей был. Деньги был в рублях. Ну, точно такой же, ну, говорит, короче, вот $90, короче, стоит, или $100, да, стоит загранпаспорт. Я хорошо, на $100 считал, короче, рубль отдаю, и, честно, вот сидит в России консульство, говорит, извини, мы рубль не принимаем, мы только доллар принимаем. Вот тогда я понимал, я сидел, просто так смотрел, вот, оказывается, здесь тоже рубль не принимают. И мне пришлось пойти в банк, поменять деньги на доллар и отдал долларом, да. Я тогда понимал, что, короче, вся бардак идет. Вот кто на какой... Хорошо, что он не сказал, мы юань принимаем, да. Вот видишь, внутри, в России дипломатия делает деньги на долларах. А потом эти деньги, они не переводят через банк, они на дипломат, вот на чемоданчике, да, доллар. Почему? Потому что это дипломатический самолет. Все вывозит без перевода, без ни копейка и отдает Эмомали Рахмону. Эмомали Рахмон этот доллар забирает все чемоданами и улетает в Китай или Европа, где-то в банк вставляет. Вот и все. Ну, короче, вот так вы наворовали. Так что я говорю же, я держу корову для того, чтобы пить молоко. А вы за что держите ему Мали Рахмона там? Я вот это не понимаю. Если он не приносит никакой пользы в России не приносит. Кроме вот это раб. Вот раба отправляют, и рабы там работают, и вывозят это деньги в Таджикистан, Эмомали от них забирает, опять это делает на доллар, меняется на доллар, опять этот доллар уходит на европейский банк. Или на юане на китайский банк. Резон какой? Резон какой? Никакой резон. Нет никакого вот... я, честно, ни хрена не понимаю, почему Россия держит Украину, Россия держит, ну, вставляет свою вот это вот черта, да, который вот это черт свою вставляет, чтобы контролировал.
Никакого толка нету. СССР, когда контролировал, хотя бы он золото забрал, все привозили в российский банк, хлопки все, да, все то, что есть, работали, ну, людей кормили, они вывозили вот это вот российские, в России. Ну вот тогда я понимаю, зачем надо было держать Азию, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Тогда я понимаю, зачем надо было держать их. А сейчас я ни хрена не понимаю. Нахрен Лукашенко держать там, который, ищите, все чиновники в Лукашенко имеют европейские банки счет. Все у них имеют там этот, ну, хотя у тебя тоже такой же в России, да? Вот. Давайте ему Мали Рахмон. Все его чиновники, все имеют счет на европейский банк, а они не имеют счет на российский банк. Вот. Я не знаю, или я тупой, не понимаю, о чем идет речь. Вот. Ну, точно такой же, вот как этот сейчас делаете, я расскажу один анекдот. Вот такой анекдот, этот совпадает, точно такой же совпадает. Ну, первый раз, когда аэропорт открыли, там, Азии, да, в Таджикистане, да, скажем. Потом сказали, что надо делать, чтобы русский самолет не приехал сюда, да, не прилетал сюда. Потом люди сказали, давай все мы купим билет и не будем сесть на самолет. И так и самолет обанкротится. Но все равно нас-то нету. А потом люди все покупали билет и не сели на самолет. Они думали, что самолет обанкротится. Но самолет, билет за бензин, за все это заплачен же, все, заплатили народ. А ты летаешь, не летаешь, от этого похрен. Самолет летает свой рейс. Ну, сейчас вот эта жизнь, которая вот происходит в Азии или там где-то Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, и то. Сейчас точно такой же, да? Все купили билет, самолет летает, ну никого в самолете нет. Вот нахрен их держат, которые никакой толка нету. Нахрен их держат. Сейчас вот я смотрю, Раджаб Таyyip Эрдоган там четко и ясно, понятно контролирует, там они уже создали. Но это понятно, это четко. Потому что завтра будет вся деньги не уходит никуда, деньги будет оставаться внутри себя и будет раскручиваться и поднимать и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизстан, и Туркменистан, и Турция, и Азербайджан. Ну, скоро присоединяется Татарстан, соединяется, да? Знаете, такая страна есть Татарстан? Ну, скоро Татарстан соединяется. Ну, вот так, вот так, вот так. И Украина может потом, тихонько, как-то говорят, присоединяться на экономических, это, да? Но оно поднимается. Деньги не будет уходить в Европу. Вот и все. Деньги не будет уходить Америка. Вот они будут богатеть. Вот Путин, ответ, пожалуйста, на этот вопрос только мне очень интересно. Нахрен держать корову, который молоко пьет чужой человек? Нахрен такой корову кормить, держать, почистить, и все равно ты не пьешь это молоко. Зачем это тебе? Вот это вот я не понимаю. Нахрен держать Имамали Рахмона, который все свои деньги ставит на европейский или на китайский. Вот буквально недавно 12 тонн вывозили Китай. А почему не в России не вставляли это золото? Или ненадежно, да, Россия? Гарантий нету. Ну, вот так. Так что, Путин, подумай. Прежде чем что-то говорить, подумай. Я честно, я смотрю, я слежу, вот какой-то балалайка несете, да, все вот это вот, вся. Даже вот
как будто вот весь мир в ваших руках, да, вот так вот, что хотите, делайте. Потом вот это 60 минут или что-то там я тоже смотрю, Путин. Честно. Вот я лично принимаю Россию вот это вот полностью вот терроризм, террориста, за террориста. Почему? Потому что они все время угрожают, что вы Украина за 3 дня брали. Еще я послушал, блин, это, и говорите, что вы Польшу за 1 час берете, да? Вот и ракета кидаете, бомбой бьете, и, короче, да, такой, да, у вас. Вы террористы, вы весь мир угрожаете, что бьете там, бьете тут, бьете там, бьете Америка, завтра Германия, послезавтра Польша. Вы мировой террорист, и все. Вы открыто мировой террорист. От вас уже больше, как-то говорят, уже угроза и больше терроризма. Честно. Вот как говорят, вот попытка убийства, это тоже сажается, да? Вот попытка терроризма, что вы пустите ракета туда, ракета сюда, ракета там, и за час берете Польшу, да? Я... Не, я понимаю, за час вы можете что брать. Это я понимаю. Вы за час это берете, точно берете, но не Польшу. Ну, есть от польского народа что-то, вы берете, точно, за час берете, а не дает. Я тут уже живу 7 лет, я знаю, какой муж, какой сила польская, да? Вот Польша за час вам дает что-то. Вы берете, точно берете. Ну, не Польшу берете. Вы знаете, да, что берете за час? Это очень хорошо вам дает. Так что вы мировой террорист. Вот почему экономика Таджикистана, Узбекистана, ну, Узбекистан хоть как-то, кто-то вот сейчас уже как-то начинается оторваться, и идут Туран или там что-то, да, у них жизнь лучше. Уже у них какой-то по-другому идет жизнь, да. А вот я не знаю, Таджикистан что будет делать. Честно, мне очень интересно. Очень интересно мне судьба Таджикистана, да? Что они будут делать? Вот. Я честно не знаю об этом. Ну, есть два варианта просто. Вот присоединение к Китаю туда. И сразу там нормально. А, то ли какой-то переворот, то ли какой-то нормальный лидер, который они выбирают, идут Турану. Вот и все. У них больше выбора нету. Только есть два. Не знаю дальше. Не, есть третий. Присоединяется Афганистан там на Талибан. Есть третий вариант тоже. Ну, у нас тоже какой-то народ с хорошим талибанским настроением. У нас очень много тоже. Как это говорят, очень хорошее талибанское настроение у нас есть. И присоединяется Талибан, там третий вариант есть, третий вариант. Там присоединяется. Ну, вот такой. Так что подумай, Путин, вот, то ли вот это вот, ну, уже у тебя, как-то говорят, я понимаю, в последнее время уже Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, об этом территории ты уже рот не откроешь, уже понятно. Ты рот откроешь, вот, я вижу много интервью, честно, вот это вот то, что, ну, братья казахи говорят, что если Путин выиграл бы войну в Украину, и он начал бы напасть на Казахстан, не, он Казахстан никогда не нападает в жизни. Почему? Потому что он понимает, что напасть в Казахстане это опасно. Напасть Азербайджана это тоже опасно. Он понимает вот это вот. Тут не надо связываться. Он
он может напасть на какой-то европейский час, да, вот Польша или Литва, Латвия, Эстония, но он где-то он нападает. Ну, точно Казахстан, и они 100% не нападают. 100%. Почему? Потому что бурят могут идти воевать Украину или Европу. Бурят не идет воевать Казахстан. Чечен 100% не идет чеченцы воевать Казахстан. Это однозначно. Кавказцев, ни один кавказцев не идет воевать Казахстан. Вот. Не идут. Хоть Путин заставляет, хоть стреляет, хоть по $1 миллиард обещают, да? Не идут они воевать туда. Хоть есть один-два долбоебов, но они не идут на масштабно, как за деньги идут воевать, вот, ищут сатана. Оказывается, вот, сын Соловьев гей, а Кадиров ищет гея Украины. А зачем искать у тебя друзей? Вот этот друг твой, оказывается, его сын гей, платья, ногти красные хорошие. А зачем ты ищешь сатана или гея в Украине? Который тебе вот под носом, оказывается, есть. Еще друг твой. Ну, много такие есть, такие геи, которые у вас там. Почистите, если хотите, да? Вот. Еще один, вот. Ну, они не идут в Казахстан воевать. Вот в чем... Вот, вот о чем боится Путин. Они не идут в Казахстан воевать. Они могут идти в Украину, они могут идти в Европу, они могут на Польшу идти. Они везде, вот везде. Германия, где они хотят, они будут идти. Эти люди, ну, Казахстан, они не идут воевать. Вот. Поэтому боятся вот Путин напасть на Казахстан или что-то делать. Ну, хоть какой-то 4 русский там идет, а остальные все скажут, ну нахрен, мы не идем туда. Мы не воюем с казахами. Это наши братья, все. А во-вторых, тут стоит Турция, а там Киргизстан, тут Узбекистан, там Туркменистан, другой сторона Азербайджан. Ну и все. И Путина ядерный помогает, и ничего не помогает. Вот. Поэтому они не идут туда воевать. Хоть позови, бешбармак делай, позови, скажи, идем воевать, не идут туда. Не идут. Ну, вот это вот овчарки, которые 60 минут гавкают, там, а Казахстан, Казахстан. Не, они прекрасно знают, не идут. Так что, казахи, будьте спокойны, 100%. Бауырлар, бармайды ғой бұл. Орыс шіп жүр ғой ана жерде. Так что нормально все. Ну, они могут напасть Польшу. Вот, не знаю, вот я смотрю, вся вот эта русский пропагандонские передачи или остальные, да, вот вся настроен, вот Польша плохой, Польша нам не дает жизнь, вот Польша. Я не понимаю, вот чем вам мешает вот Польша, чтобы жить? Чем мешают вам? Ну, если хотите за час брать Польшу, да, почистите зубы зубной пастой, потому что может быть какой-то микробы, может быть там. Почистите красивенький, да, и точно вы за час берете. Хорошо? Пока я тоже здесь, как-то говорят. Просто почистите зубной пастой. Если нету, то скажите, мы от Польши отправляем вам. Вот с зубной пастой почистите. Вот чистенький делайте, приходите. Обязательно берете. Точно берете. За час берете. Нормально берете. Вот такой. Это да, 60 минут, которые водите. Вот 4 долбоеба, там 5 долбоебов. Вот.
весь мир угрожают. У нас есть ядер, у нас есть другой, у нас есть третий, у нас есть четвертый, у нас есть пятый. Сколько лет Афганистан вы не могли завоевать? Так что, когда народ любит свою родину, да, народ будет до конца стоять. А если народ за деньги, за хлеб продает себе, и с ним не надо даже воевать. Просто накормить и все. Они будут твои. Есть собака, который вот голодный. Просто дай вот хлеб, мясо, что-то, да. Хоть какая бы она собака не была, она быстренько приучится на тебе, и все. Такой тебе, и собака бежит на тебе. Почему? Потому что знает, ты даешь хлеб. Понимаешь? Волк, сколько бы голодный не был, волк, ну, от твоего рука не кушает охота. Ну, он охотится сам за себя. Он не будет тебе в цирке играть. Так что у людей тоже среди точно такое же. Ну, кому-то деньги нужны, отдаешь деньги, и все. Будет кричать, орать, ходить, что твой войска за твоего слова все делает. Ну, за деньги себе продает. А есть люди, которые нахрен твои деньги или что-то. Ну, точно такой же вот народ Польши. Нахрен твои деньги, твои помощи или что-то. Так что вот где ошибка, где, почему Африка бедный, почему Азия бедный. Потому что мы все свои деньги, наши богатые депутаты, президенты воруют, привозят сюда на европейский банк или китайский банк. Почему Европа развивается, почему Америка развивается, почему Китай развивается? Но секрет вот здесь. Потому что вот такой дураки, как вы, воруете деньги, даете тут, чтобы они раскрутили это деньги. Теперь понятно, почему тут богатый, а вы такой бедный. А? Еще кричите, если мы газ не дадим, Европа будет замерзать. Ты газ дай сначала народу своему, вот это вот 150 километров от Москвы, показывает вот это блогер, и газа нет. Дай своим газ. Корми свои сначала. Зачем ты даешь тогда газ? Ты не даешь, ты продаешь. Ты делаешь деньги. Почему ты не даешь Таджикистану газ? Почему ты не даешь другим странам газ? Близко тебе. Почему ты свою страну не даешь газ? Потому что там мало платит. Ты не говори, что как будто ты... Знаешь, почему вот Польша от тебе покупает газ? А? И дает своему народу. Бизнес не делает. Потому что тут есть демократия. Тут деньги народа. Президент народа. Вот покупают, которые у себя нету, хоть дорого, и дает своему народу. А у тебя есть, ты не даешь своему народу, и ты продаешь, деньги делаешь. Как ему Мали Рахмон? У нас есть сколько ГЕС? Каждый год на 160 миллиардов долларов продает свет. И народ без света сидит. И он обеспечивает и Афганистан, и Пакистан, и Иран, и Индия, и везде свет продает, электричество. А народ сам без света сидит, без электричества сидит. Вот. Ты не говоришь, что мы даем газ. Скажи, мы продаем, а не покупают. Вот это сила демократии, что вот президент вот договаривается, покупает от других стран, дает своему народу. Есть здесь газ. Хочешь, я покажу в любое место Польши, вот сколько километров не было от столицы далеко, везде газ, горячая вода, холодная вода есть.
те бабушки там дровами топят дом, картошка кушают. Сравнить просто вот это бабушки, которые получают пенсию в Польшу, и бабушка, которая получает пенсию вот это в России. Просто сравни. Тебе там 7 тысяч получает, да? Ну, где-то $100. Это $100 получает. А тут $750 начинается, $750, $800. У тебя $100 получает. Это начинается пенсия. А там до 3, до 1,5, 2, 3 тысячи долларов. Ну, кто на какой работе работал, какой доход у него был, у этих бабушек. От $800 начинается пенсия. $750-800. Это стартовый. Это старт. И плюс пенсионеры не дают. У них есть льгот на свет, на газ, на коммуналка, на все это. И у всех есть льгот. Вот это вот. Все это вот демократия. Вот люди живут здесь нормально. А вы воруете пока там. Пусть бабушки дровами топят. Пусть ему Мали ворует 12-13 тонн золота на Китай каждый год отправляет. На китайские банки, на юане ставит. Юань это мощнее же немножко, чем рублей. Если внутри в России посольство или консульство Таджикистана не принимает русские и российские рублей, требует от клиентов, чтобы дали на долларах $100 ровно. Вот и дальше ассалам алейкум. Посмотри дальше, что это такое. Так что все, Василий Иван Петрович, у вас, как-то говорят, очень мало остался. Но я одно скажу напоследок, да. Всем гражданам России это касается. Путин или Симоньян, это Соловьев или остальные генералы, вот это то, что есть. Они прекрасно понимают, им конец. Им конец. Или с вами конец, или без вас конец. Им вот это вот назад пути нету. Они могут говорить ядер и воевать. Вас до последнего, короче говоря, толкают. До последнего. Вот как Гитлер до последнего, короче, мобилизовал даже ребенка, да? Вот точно такой же будет. У них нет вот мысли задний ход давать. Если они задний ход дают, как Симоньян сказала, если мы задний даем, и все, конец будет нам. Все они по трибуналу идут. Все они. Все. Поэтому они, чтобы не сели, вот как у нас Эмомали Рахмон, чтобы его не посадили или не засадили, он толкнул своего сына, да, на политику, дочку свою на политику. А так Эмомали Рахмон прекрасно знает, что построен в Таджикистане, что будет вот то, что он держит, идет, вот это путь. Вот это конца даже видно, что будет. Там жесткий изнасилование, переворот будет. Жесткий насилие переворот будет. Никто никого не пощадит. Прекрасно Эмомали знает то, что создана система. Но ради спасения своего жизни Эмомали Рахмон поставил сына своего, привел к власти. Чтобы поддержал хоть как-то Эмомали, чтобы, ну, да, пусть умираю и все. Дальше что будет Рустамом, это похрен. Он знает, какая система там. И Рустам и жрет,
и Озоду жрет, и всех их семья уничтожают. Эта система. Он сам создал эту систему, уничтожает. А тут тоже знают они. Они уничтожаются, все они. Они у них нет другой пути, чтобы как-то что-то делать, да? Не они до конца вас, короче, по одному, по толпам отправляют, умирать. Ну и конца потом ядер тоже используют. Но они не дают задний ход. Ну, как Гитлер. Это только решает здесь народ. Если народ вот поднимаются, да, я не знаю, вот это Росгвардия говорит, что-то там. Реально, что за гвардия, что за это, да? Вы просто толкаете народу убивать, народу умирать. Ты русский, а это тоже русский. Ты другого русского отправляешь в войну умирать за что? Я не понимаю вот это. Скоро будет Путин будет заставлять Эмомали Рахмон, чтобы дал войска. Давай, говорит, нахрен. Вот у кого вот Путина сейчас будет, чья кости Путин может грести, да? Всех, короче, давай. Так что, ну, у меня русский тоже от Бога, да? Вообще-то грамотно разговаривает, да, на русском, да, вообще без акцента. Так что у Путина вот эта вот система. Вот поэтому у нас Таджикистан и вот такой бедный. Наши деньги находятся на руках европейцев, в руках американцев и в руках китайцев. А мы будем кричать: Таджикистан бапеш, Таджикистан бапеш, да? А вы там кричите: Россия, Россия. А вот 4 то Ахмад Сила кричит там. Они не понимают, вот куда идут, они не понимают. Они якобы с какой-то сатаной борются. Понимаете? Вот якобы с какой-то сатаной в их воображениях, да, нарисовали кто-то там сатана, и с этой сатаной борются они. Все. Понимаешь? Вот это. А они не говорят конкретно, если вот это Путин пойдет, и нам тоже хана будет здесь. Мы тоже жрали тут. Они тоже молодежь обманывают в воображениях какой-то сатана, какой-то шайтан. Во-первых, не был, если верить читать в Коране, да, не был человечество, был тот сатана, говорят люди, шайтан. Шайтан — это учитель, все ангелы. Преподавал ангелам урок, если верить вот то, что читать, посмотреть в Коране, да? Шайтан — учитель ангел. Все ангелов преподавал, шайтан преподаватель их, учил их. Ну, об этом тоже говорит многого, но есть много говорит. Просто пока народ не готов слушать об этом. Пока люди не готовы. Вот такой вот их воображение, какой-то сатана, какой-то рогатый человек. Сатана, короче, очень страшный. И можно убить какой-то сатана. Но его дед не убил, мой дед не убил, мой прапрадед не убил. Вот как есть 1400 лет ислама, 2000 чем-то лет христианства, да, все это годы, вот это все, вот это 1400, 2000, там 3000 лет назад, сколько до сих пор мусульмане вместе с христианами убивают сатану и ненавидят сатана. Они не знают и не понимают, что это такое сатана вообще-то.
Ну, их воображениях вот это вот рогатые, страшные, вот вся жизнь, у всех человека хочет что-то делать там, как-то, ну, они не понимают. Они про сатану полностью что-то, ничего не знают. Ничего не знают. Вот проблема. Почему люди тупые? Понимаете? Вот проблема. А может быть, сатана есть очень красивый такой. Потом говорит, что женщина это из этого шайтана. Ну, сатана. А почему женщина так очень красивая такая? Значит, вы не думаете, сатана красивый такой? Красавчик, может быть. Нет рога. Да? Никогда не подумали об этом. Вот, да, так что саламат сарбаланд, хунутуну буд буша. Подумайте, кто ищет и сатану, да? Не туда, не в том направлении вы ищете сатана. Вот. Так что Путин, я скажу одно, и это точно вторая падение, как-то говорят, СССР, второй сезон. Это как кино есть же, первый, второй, третий сезон будет. Это вот второй сезон этого продолжения СССР была. Вот. На первый толчок какой-то говорят, что-то остался вот это. Вот это второй толчок был. Ну, второй раз будет Татарстан. Первый раз отделился Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, ну так и, скажем, Латвия, Литва, Эстония тут. Ну, какой-то остался еще, да. Сейчас вот это вот второй толчок, чтобы обнулить вот эту систему. Точно будет тут отделяться Татарстан, Чечения, Якутия. До хрена, короче, места вот отделяется. И вы потеряли вот это Кансбербург, да, Калининград. Это тоже, короче, до свидания будет. Это точно идет проект, короче, голосование. Но это не надо, это недолго. Ну, максимум, может быть, полгода. Максимум это. Полгода или год. Даже я не думаю, чтобы год идут, тянется это. Максимум полгода. Так что танцуй, Россия, и плачь, Европа. Это наоборот был. Танцуй, Европа, и плачь, Россия. Да? Вот такой был. Так что доигрались. Доигрались. Украина никогда не, как-то говорят, нехватка военных не бывает. Не будет. Нехватка военных. Очень много людей стоит в очереди, чтобы попасть в Украину. И я с одним разговаривал, он очень хочет в Украину ехать. Я говорю, почему? Ты едешь защищать украинцев? Он говорит, нет. Есть у меня шанс, говорит, там просто наказать русских. И все. Я не еду защищать никого. Я хочу просто, говорит, наказать их и все. Понимаешь? Даже до хрена люди едут в Украину воевать, да? Не того цели, чтобы защищать Украину, да? Они просто, там есть шанс, вот, ну, грубо говоря, уничтожать русских. Почему? Потому что вы столько уничтожали наших дедов, сколько, как разделяли нашу страну, вот так, один там, другой тут. Сколько наших дедов вы убили, да? Вот честно, я тоже иду туда не защищать украинцев, да, а просто отомстить за наших дедов. Надо это делать.
Если каждый мужик себе считает мужиком, то он идут туда там отомстить за наших дедов. Ну, этот мужик был, вопрос задавал себе. Я сказал, ты идешь сам просто украинцев же защищать. Я сам себя ответил. Нет, я украинцев защищать не пойду. Просто когда есть там шанс, да, отомстить за наших дедов. Я иду туда отомстить за наших дедов. Еще такой шанс, может быть, за 1000 лет не будет. Что такой открытый шанс, и никто тебя не будет судить. И сделай, что хочешь. Такого нигде не будет. Может, еще 100 лет не будет такой шанс. Так что танцуй, Европа, опа, опа, и плачь, Россия. Русский народ, напоследок я вам скажу, у вас есть последний шанс. Вот это пропагандоны, которые дурачат ваших детей и вас в том числе. Вот и встаете, и Росгвардия, которые, если вы хотите, чтобы завтра существовала Россия, как Россия, да, хотя бы, да, и может не существовать это реально. Сейчас время, вот это вот переворот в ваших руках. И все. А остальные 4 морда, которые вас просто обманывают, ва-ва-ва-ва-ва-ва, и сын в макияжах такой, колготки такой, да, еще ногти такой фотографируется, и тут патриот Родина, да, и там, короче, гей, чья-то, короче, там хуй греет, ходит своими жопами, да, а вы за него воюете, а вы за него умираете, за таких людей, да, умираете. И вот Рамзан Ахматович еще сатану ищет где-то. Будьте здоров. Салам алейкум, Рамзан Ахматович. Сатану не надо искать далеко. Там. Близко сатана, близко. Недалеко. А может, сатана дает деньги? Вот проблема. Не продайте свою родину, не продайте своего народа, да? Будьте счастливыми, держите, не воруйте свои деньги, не вывозите за границу, не купите за границу яхта, море. Стройте это море у себя, стройте яхта это у себя, живите там. А остальным все реклама просто. Салом, Аматунда.